По всему миру продолжаются антикитайские протесты. В германском городе Нюрнберг прошел протест против репрессивной политики Коммунистической партии Китая, организованной Всемирным уйгурским конгрессом и турецкими общественными организациями. Также митинги прошли в Индонезии и Турции. Граждане, собравшиеся в городах Шанлыурфа и Сивас, опротестовали произвол китайских властей и разбили макет китайской стены. Международная организация Амнистии заявила, что необходимо еще больше спортсменов, таких как Озил, который поддержал мусульман Восточного Туркестана. Во время прямого эфира на радио Talk Sport представитель организации Уильям Ли осветил уйгурский вопрос и подчеркнул важность позиции игрока английского Арсенала. Напомним, что Месут Озил осудил исламский мир за безмолвие перед китайскими властями, творящими беззаконие в уйгурском регионе. Во время протестов, причиной которых стал закон о выдаче гражданства представителям 6 религиозных групп, прибывших в Индию из Пакистана, Афганистана и Бангладеша, погибло 17 человек. По сообщениям полиции, в рамках спецоперации по обеспечению общественного порядка, начиная с прошлой пятницы, было задержано свыше 600 человек. Число задержанных с начала протестов превысило 4000 человек. Причиной протестов стал закон, предусматривающий выдачу индийского гражданства всем иностранцам, прибывшим в страну до 2014 года, кроме представителей исламской конфессии. Хасан Рухани потребовал от Токио вернуть деньги, вырученные от продажи иранской нефти, которые были заморожены в японских банках после того, как США ввели санкции в отношении Центрального банка Ирана. Президент Ирана призвал японских чиновников и дипломатов, стремящихся укрепить двусторонние отношения, приложить усилия для возвращения иранских средств. Пошла 58-я неделя протестов желтых жилетов, выступивших против политики Эммануэля Макрона. Участники протеста, собравшиеся в столице Франции, проследовали от площади Бастилия до района Клики. Несмотря на запрет, жители Лиона организовали митинг в центре города. Протесты желтых жилетов, выступивших против повышения цен на топливо и плохое экономическое положение, к которым добавились акции против пенсионной реформы Макрона, начались 17 ноября 2018 года.